Добрый вечер, это программа Prime, меня зовут Севгиль Мусаева, и сегодня, как вы видите, мы не в студии записываем наше интервью, а в палаточном городке, который находится в Мариинском парке. И гость нашей студии, импровизированный сегодня, это ближайший соратник Михаила Саакашвили, Давид Сакварлидзе. Все вы наверняка, наши телезрители, как в Крыму, так и на материковой Украине, наблюдали вчера за событиями, которые развивались сначала на улице Костельной, когда Саакашвили пытались задержать сотрудники Службы безопасности Украины при поддержке национальной полиции и пытались его вывести на автомобиле, но автомобиль оказался заблокирован сторонниками на 4 часа. И в итоге сторонники, люди, которые были на Европейской площади, на улице Трехсвятительской, смогли освободить Михаила Саакашвили. Самое интересное в этой истории то, что уже во второй раз эта история повторяется, потому что точно так же было и во время прорыва границы в сентябре месяце, когда также сторонники смогли помочь Михаилу перейти границу и оказаться в Украине. Давид, добрый день. Добрый день. В принципе, мое вчерашнее утро началось с сообщения вам, что происходит, и вот так вот мы оказались практически одновременно на месте события. Вот уже сутки, да? Каковы ваши ощущения и впечатления вообще от всего происходящего? Ну, я бы не сказал, что нам приятно или доставляет удовольствие, потому что политическая борьба за правду, за какие-то ценности, как-то забирает много энергии, нервов, здоровья, времени, которое можно было направить бы на более полезные, так сказать, дела, точечно, да, какие-то глобальные проблемы в стране или в семье, или где-то в другом месте, но, к сожалению, придется бороться всеми методами, которые существуют политики, которые себя оправдали. Вы сообщили об обыске у Михаила первым. Можете рассказать, как вы узнали об этом? Мы все спали утром, поскольку вся связь была заглушена у Михаила, ее глушили, и он не мог никому дозвониться. Он смог дозвониться одному нашему товарищу за границей, и тот меня набрал за границей. Серьезно? Да. И сказал, что у Михаила выбивают дверь. Я сразу же написал в Facebook статус, и начали, значит, подтягиваться наши сторонники, не только наши сторонники, много было абсолютно посторонних людей, которых я не знал, которые вот прибежали, несмотря на рабочий день, с утра, и вот делали то, что делали, и произошло то, что должно было произойти, наверное. Ну, наверное, самое интересное в этой ситуации, да, это время. Потому что, честно говоря, вот я, например, узнала о том, что происходят обыски, поскольку было раннее время, я точно так же, как и вы, спала, и проснулась где-то в 7:40 приблизительно, или в 7:50, и уже статус висел 20 минут. Что помешало Службе безопасности Украины при поддержке нацполиции, а людей было действительно очень много, вывести Михаила, пока сторонники еще не собрались на улице Костельной? Я думаю, что поскольку у нас ни одна система нормально до конца не работает, и те люди, которые выполняют определенные незаконные или политизированные незаконные поручения, не всегда с энтузиазмом к этому всему относятся. Это может быть одна причина. Другая причина – это несистемность самого Петра Алексеевича, потому что у него никогда нет долгосрочного какого-то плана. Он, наверное, сильно начал переживать после нашего большого марша, который состоялся за импичмент, который состоялся в воскресенье, где вышло десяток тысяч киевлян. Этого они не ожидали, и после этого поторопили события. У нас была информация, что они собираются фабриковать какие-то дела, об этом заявлял сам Михаил. Они к этому всему готовились, но решили вчера. Я сам думаю, что... Ну, кстати, по поводу вчера я бы с вами не согласилась, потому что по нашей информации задержание пытались, и изначально планировалось на вечер понедельника, но почему-то не состоялось, и решили я, честно, задерживать. не знаю, что они там делали или планировали, и вот, ну, реально те ребята, которые этим занимались, вот там было несколько типажей ребят, там полицейских или представителей спецслужб, спецподразделения, которые были очень агрессивные. По ним видно было, что они нас ненавидят, потому что они были похожи на тех беркутов, на которых просто переодели сейчас в другую форму, и у них осталась какая-то вот биологическая ненависть к Майдану и ко всему, что связано с Майданом.
и они очень агрессивно себя вели. Была другая часть, которая нам, наоборот, может быть, и симпатизировала, потому что они не вели себя агрессивно, они пытались, наоборот, нас как-то уберечь от ударов своих там друзей, отодвинуть в сторону и так далее. Поэтому, вы знаете, разное. Очень важно, когда выстраивается авторитарная система обычно, в авторитарных политических системах силовики уважают своего военачальника или главнокомандующего, или президента, или кого-то другого. Здесь у нас наоборот ситуация. Здесь нет уважения, здесь просто есть присяга, здесь формально они должны выполнить какие-то служебные свои обязательства. Они глубоко не задумываются. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вы, безусловно, знали, что такая ситуация может возникнуть, как обыски. Михаил во время того, как ему ломали дверь, он был один в квартире? Да. А почему так? Почему вы знаете, нет мер безопасности? Хотя Луценко говорит, что он там, пугливый человек, трусливый человек и так далее, Михаил всегда был там. В какое-то время уходил вообще без охраны, и я был одним из них, который настаивал, что ему нельзя ходить без охраны из-за, наверное, рекордного количества врагов, которых он нажил за свою жизнь. Эти люди не только олигархи, но и представители, лидеры других государств, достаточно вражеских. Для меня это было главным удивлением, потому что если вы готовитесь к тому, что могут задерживать, могут депортировать, и уже так было с десятками грузин. Сколько охранников могло бы вчера, например, предотвратить действия спецподразделений нескольких автобусов, которые туда пригнали, по большому счету, вооруженных с автоматами людей, по крайней мере, понимаете, его могли бы вывести, мы могли бы, вы знаете, вот точно так же вывозили грузин, уже на протяжении месяца вывозят, просто веревкают в заведениях, на улице, дома, и вывозят мешок на голову. Точно так же могло быть и в ситуации с Михаилом. Его могли бы точно так же депортировать. И поэтому мне немножко, честно, непонятно эта беспечность. И люди предлагали обеспечить такую громадскую охрану Михаила, но он сам отказывался. Он сказал, что я не хочу никого тревожить, я там... Был ли вообще какой-то сценарий, если вот такая ситуация все-таки возникает? Потому что мне кажется, что вот история с крышей, она была действительно очень эпической, какой-то центральной во всем этом процессе задержания, да. Михаил ранее рассматривал этот вариант, что он выскочит на крышу и начнет призывать к помощи, или вот какой был план Б, если вот все-таки происходит задержание? Этот вопрос, наверное, надо ему лично задать, но я думаю, что он правильно действовал, поскольку этим мы выиграли время и подъехали люди, которые просто не дали довести до конца беспредел, который происходил, потому что вот, вы знаете, меня удивляет следующее. То есть, да, мы все понимаем, что Порошенко пошел бы на какие-то жесткие меры, да, но хотя бы для завуалирования этого беспредела, можно хотя бы соблюсти элементарные процессуальные нормы, да, хотя бы допустить адвоката, хотя бы там составить элементарные протоколы о задержании, хотя бы вручить ему підозру на месте и так далее, да, то есть более цивильно это все сделать. Они просто зашли, украли человека и потом говорят, что он в розыске, причем о каком розыске, по какому делу, не предъявлено підозра, Михаил вам рассказывал, как проходил обыск у него, что изъято? Вот сегодня депутат Юрий Деревянко... Квартира достаточно большая для того, чтобы обыск закончился за 20 минут. Это нереально, чтобы в квартире... Но находились гораздо больше сотрудники, я так понимаю. Нет, они за полчаса фактически закончили обыск и перешли уже к задержанию через 40 минут. Обычно часами, у кого был обыск или кто... конечно, да. Обычно обыска проходят часами, обыскивают все, там переворачивают и так далее. Они реально не были заинтересованы в обыске, они там не искали никаких денег, хотя взломали сейфы там, и так далее, но... Что изъято было во время обыска? Потому что Юрий Деревянко сегодня сказали, что какие-то личные вещи. Что это за личные вещи? Не составили никакого протокола, абсолютно ничего, то есть не допустили адвоката. Потом понимаем, что Юрий Луценко не блещет там, знанием Уголовно-процессуального кодекса или законодательства, хотя меня обвиняли, что я не разбираюсь в украинском законодательстве, но с трибуны Верховной Рады с политическими заявлениями ставить человека в розыск и потом вызывать его на допрос, не будучи сам ведущим прокурором или следователем этого дела, обычно тот следователь, прокурор, который ведет дело, он направляет повестку человеку и вызывают его на допрос. Да? Это все происходило политически, то есть они хотели этим самым как-то осквернить и Михаила, очернить, и тех людей, которые его поддерживают, или поддерживают идею, скорее всего, и не живут в том параллельном миру, где живут наши топ-чиновники. У нас, к сожалению, сегодня очень глобальный процесс. Это не процесс просто задержания, незадержания, спасения Саакашвили, нет. Это борьба двух миров и мировоззрения. Это реальная борьба среднего класса,
против культа чиновника, который абсолютно перевязан с олигархатом. Это абсолютно другое. И люди в Михаиле видят человека, который сражается вместе с ними. Он вышел и стал на их сторону, когда он сам мог, в принципе, быть одним из них, хорошо себя чувствовать в теплом кабинете, как это делает Луценко, там, забыть абсолютно о своем Не, ну прошлом, давайте будем честными, его перечеркнуть Майдан. вынудили это сделать обстоятельства, потому что, мне кажется, Михаил не был готов к тому, что его могут лишить гражданства, будучи в Штатах, да, если вспомнить историю летнюю, да, еще. И, в принципе, когда человека загоняют в такие условия, у него не остается другого выхода, как идти ну как-то почему не на пролом. остается? Ему завтра же могут дать голландское гражданство, например, литовское гражданство может получить человек без проблем. В Польше он мог бы жить спокойно, там никаких проблем бы у него не возникало, да. То есть те уголовные дела, из-за которых там шантажировал его Порошенко и до сих пор шантажирует, что я тебе передам своему коллеги, А можете рассказать по этому поводу, по уголовным делам, которыми шантажирует Порошенко Саакашвили? Это все дела, которые были возбуждены, я так понимаю, еще в Грузии? Да. Или есть еще какие-то дела? Нет, это в основном грузинские дела, по которым ни одного приговора все еще нет, уже 5-й год. Они просто валяются в судах, этим так-то шантажировали Михаила. Я не буду о нем много говорить, но для меня очень важно и цинично, когда олигарх, который разбогател на самом деле на схемах в России, является акционером «Газпрома», ставит в розыск международный, который потом никто не признает из современных либерально-демократических стран, западных стран и азиатских восточных стран развивающихся, в розыск из-за того, что его служба протокола за государственные средства купила несколько пиджаков и одно пальто для, ну, понятно, президентских как-то протокольных моментов. Это человек, который из страны, которая была просто хорошей страной на карте, создал государство, где экономика увеличилась в 3,5 раз, и бюджет от 300 миллионов долларов, это был весь бюджет государства, осталось 5 миллиардами государственный бюджет. И все знают, что он не воровал объективно. То есть его могут критиковать очень много там, за какие-то политические ошибки, но то, что он не воровал, об этом все знают. И вот по таким делам, там покупки там мыла, например, или там винка на могиле Владислава Гавеля за государственные средства. Да, но это мы все знаем, это действительно Да. уже вот, неоднократно озвучивалось. Скажите, да. пожалуйста, подозрение все-таки не вручено на данный момент? Нет, ни одного процессуального документа мы вчера не получали. Ни адвокат, я знаю, что на месте был адвокат, которого сначала не опускали, Да. потом вроде как пустили. Что за свидетельство адвокат? Пустили адвоката как просто человека, который был в статусе наблюдателя, наблюдающего. Он говорил, что я адвокат, покажите мне хотя бы какой-нибудь процессуальный документ, ухвалу на обыск, протокол или подозру, хоть что-нибудь и так далее. В это самое время на крыше шла уже операция по задержанию, и его уволокли оттуда вместе с адвокатом, которого также хотели задержать там внизу. То есть там Павло Богомазов не участвовал там в амплуа адвоката, он был просто каким-то непонятно там в роли. Непонятная его роль. Да, была, да. Скажите, история с блокированием машины, это была исключительно инициатива сторонников, людей, которые собрались, Да. либо была какая-то группа, скажем так, приближенных людей к Саакашвили? Нет, не сказал бы. Вот там были разные очень люди, которых, я еще раз повторяю, я, наверное, видел первый раз в жизни, например. Я первый раз в жизни видел и склоняю голову перед людьми, которые, и женщинами, и бабушками, которые приносили кирпичи своими руками, строили там баррикады, боролись там с Беркутом. По-иному я не могу назвать тех людей, которые там... Ну, какая-то себя особая активная часть людей. Я вчера просто, поскольку Да. времени было много, я общалась. Они были в том числе с Михаилом и на прорыве границы. То есть у них уже был, скажем так, опыт сопротивления правоохранительным органам. Не только. Эти люди оказались... То есть меня удивляло, как они умело фактически сопротивлялись беспределу. Оказалось, что большая часть из них проходили Майдан. Это обманутые, разочарованные люди. Военные в том числе, Военные, люди, которые у воевали. которых это просто тоже правда. мародерским таким методом и способом забрали свою победу. Это разочарованные, отчаянные люди, которые видели, что им дополнительно еще плюются в лицо, потому что они решили идти с каким-то политиком, одним человеком, который сражается, и у них просто забирают последнюю надежду. То есть по беспределу эту надежду пакуют в машину в наручниках, без адвоката, без процессуального документа и с мешком на голове тоже собираются украсть. Вы знаете, вот это была уже визуализация того, что происходит уже несколько десятилетий. Честно говоря, я была удивлена такому рвению Я тоже, со честно, не стороны ожидал такого. людей. И
И, честно говоря, меня это как бы тоже это было какое-то такое безумство, Да. отчаяние, потому что Да. люди, когда ложились под автомобиль, чтобы не дать ему уехать, или когда там Один человек мужчина с облил ножом... себя бензином. И, Да, я видела это все Да, происходило на да. моих глазах. Поэтому, конечно, для меня это было... Ну, я хотела у вас было вот что спросить. То есть я так понимаю, что плана не было Нет, вот при никакого таких плана вот... То не есть это было. вот то, что вчера То, происходило, это То, было что входило в мой план, это я написал просто в Facebook и интерпретация. подъехал к месту его дому. И вот через Facebook, его через какие-то... Хорошо, а план, если бы все-таки смогли увести Да. под в СБУ, да, на Да. допрос, что бы Я тогда не- делали Я не готов сторонники? отвечать, потому что плана у нас не было. И вот я не знаю, что бы люди сделали, потому что ни один из нас там никаких-то решений не принимал. Там не было командира, который сказал, вот ты становись в эту сторону, ты в другую и так далее. То есть люди самоорганизованно действовали, этого не отнимешь у украинцев. Высокий уровень самоорганизации всегда был в Украине. То есть да, за секунды они просто отреагировали, выстроили там живой кордон из людей, баррикады начали строить и так далее. Луценко признал, что все-таки сотрудники службы безопасности Украины в какой-то момент отпустили Саакашвили, потому что уже в автобус стоял 4 часа на улице, никуда не двигался. И дальше, наверное, продолжать все это было, наверное, бессмысленно, потому что это бы привело еще к большему количеству, наверное, жертв, стычек. Как вы думаете, почему все-таки было принято такое решение? И сегодня же он сделал заявление, что да, мы так пошли на такой шаг, но в то же время мы могли применять силу и, в частности, использовать огнестрельное оружие. Вот от имени кого он разговаривает, я не понимаю, потому что все заявления Луценко, они политизированы в том числе. Причем тут генеральный прокурор, когда он обсуждает право на применение огнестрельного оружия и призывает, на самом деле, с сожалением, спецподразделения стрелять в людей уже. Он, с сожалением, это человек, который прошел 2 Майдана. На этих 2 Майданах стал Юрием Луценко, который он сегодня является. Отсидел за его революционную деятельность, оппозиционную деятельность. И сегодня он просто, я не верю, что это иногда может быть человек, который 4 года назад стоял на Майдане и делал то же самое с теми же самыми людьми, поруч, которые вчера защищали, например, Михаила, который говорит, что стрелять в этих людей оправдано, на самом деле, и призывает к этому всему. Потому что, ну, наверное... Когда Михаила вытащили из автобуса, у него уже не было наручников. Он рассказывал, как он их сняли с него? Он рассказал, или что когда уже люди оцепили автобус, работники СБУ сами сняли с него наручники, потому что уже непонятно было, сколько времени. О чем он общался все это время с сотрудниками службы безопасности Украины? Я думаю, что сам расскажет вам. Мне кажется, что людям, которые находились в автобусе, им было менее приятно все, потому что в автобус толкали, да, конечно. агрессивная толпа. Конечно, То есть я думаю, что конечно. также и Михаилу, наверное, было страшно в некотором. Утром была попытка штурма, Да. и в том числе Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что якобы, я вот хотела бы у вас это уточнить, боевики Саакашвили захватили комитет парламентский, который находится в гостинице «Киев». Парламентский комитет в Киеве, гостиница? Гостиница «Киев». Расскажите, Я что... не знаю, как их где... можно узнать, Я каких знаю, что апартаментах. Да. Михаил действительно сейчас есть какой-то штаб гостиницы «Киев». Как это происходило, потому что... Никакого штаба в гостинице «Киев» нет. Весь штаб здесь, на этого местечке. Я не знаю. Но когда был штурм, его же Я знаю, что оттеснили. депутаты живут физически в гостинице «Киев» в разных апартаментах и номерах, но какие апартаменты используются в качестве комитета, я честно не могу ответить. Может быть, Юрий Луценко там заседал в этом комитете какое-то время, это его надо самого спросить, да? И там использовал эти все блага гостиницы. Но вы подтверждаете тот факт, что после начала штурма Михаила оттеснили к гостинице «Киев», чтобы обезопасить? Они вошли в гостиницу на первый этаж, куда все могут заходить, там Да. ничего не запрещено. Я не знаю, в каком комитете разговаривают. Я думаю, что этот бред, который несет Луценко, полностью его канализирует. Я честно хочу сказать, что вы, наверное, были глубже в курсе всех заявлений Пшонки, когда он был генеральным прокурором при Майдане. Я слышу только несколько из них. Я всего лишь 5 дней провел тогда на Майдане, потом нас не пускали в страну. Были лишены Минограда, но сомневаюсь, что Пшонка нес бы такой наглый бред, например, как Луценко. Он нес, конечно, какой-то бред, но не до такой степени, там, не такой политизированный, потому что Пшонка все-таки был юристом, в отличие от него. Да. И, наверное, он больше фокуса сделал на юридических акциях. Если он будет так продолжать, я ему гарантирую, как уже
политик, который немало и немного провел политики, что Юрию Луценко люди возненавидят в конец правления Порошенко больше, чем Пшонку, потому что он сам выходец один из них самих. Он не Пшонка, который приехал с Донецка. Ну давайте мы про Юрия Луценко еще неоднократно поговорим. Не, вы знаете, мне просто за него стыдно, вот, честно стыдно, потому что то, чем он занимается, это очень низко. Что касается штурма, что происходило ночью? Потому что, когда я пришла сюда в 6 утра, люди рассказали, что была попытка штурма, была попытка задержания. Ну да. Но при этом какими-то, если честно, очень слабыми силами, потому что спецназначенцев было немного. Они атаковали как-то очень странно этот парк, и, честно говоря, больше это выглядело как какая-то акция устрашения, нежели реальный штурм. Не устрашение, они хотели точечно, не привлекая большое внимание, там, несколькими группами, ну, их, наверное, было сколько, там, 60 человек, может быть, больше, да? Они с двух сторон хотели рассредоточить силы, которые здесь были, активистов, и хотели выиграть буквально точечно, значит, Михаила и увести, чтобы не было там большого скопления, чтобы люди там не поднимали тревогу, что вот разгоняют Майдан. Зашли, украли и ушли, вот такой был, наверное, все-таки. Но зайти они не смогли, насколько я понимаю. Нет, они зашли. Они зашли? Они зашли, они бродили с фонарями по палаткам, искали Михаила и так далее. И вот тогда уже начали мобилизироваться люди и дали им отпор. Но это были люди в спецформе или это были люди... Это были люди в спецформе, это были люди... Ну а как они могли... Все равно есть какая-то охрана палаточного городка. А что может 4 или 5 человека, которые стоят, да, то есть там фиксируют просто передвижение людей, например. Почему Михаил решил, что он останется в палаточном городке на ночь? Это самое безопасное место. Ну, я думаю, что после того, что с ним случилось на Костельной, лучше находиться, конечно, есть еще много других вариантов, которые можно было... Ну, не знаю, у Юрия Деревянко есть квартира, у Егора Соболева есть квартира. Я думаю, что... я так образно Я думаю, что эти люди плевать хотели на все законы Украины, которые там касаются неприкосновенности жилья народного депутата и так далее, они бы Юру упаковали бы, и потом сказали бы, ну давайте обращайтесь с жалобой к тому же Юрию Луценко, который должен на самого себя завести уголовное дело и потом засудить себя и своих... Давайте поговорим по факту обвинений. Для Порошенко Саакашвили, фактор Саакашвили этого движения, не Саакашвили, а этого движения в Загале, которое стало на самом деле надпартийным движением, это не движение Руха новых сил, потому что вы не увидите здесь и ни на одном марше ни одного нашего прапора партийного. Оно стало все больше и все сильнее, все шире, и локализация. По тому количеству людей в палаточном городке ночью я бы не могла такого сказать. Может быть, конечно, многие люди приходят, уходят, но в палаточном городке было немного людей, скажем так, по состоянию на 6 часов утра. Да, ну это же не важно, сколько людей в палаточном городке, главное, сколько людей поддерживают какое-то движение. Не все могут ночевать в холодную зиму на Безусловно. Палатке, да? Но на Майдане ночевали. Давайте, марши, например, в воскресенье, и говорят, мы поговорим что, еще по поводу соратников, по поводу протестного движения, по поводу палаточных городцов. Я бы хотела немножко поговорить по факту обвинений, которые вчера были озвучены в Верховной Раде господином Луценко. Мне интересна роль Севериона Дангадзе, кто этот человек, какую роль, какую функцию он выполнял. Я знаю, что за день до попытки задержания Саакашвили также была пресс-конференция в штабе Руха новых сил, где вы действительно признали, что это активист, что это ваш человек. Какую роль он выполнял? Северион работал в ячейке Руха новых сил Киевской области. Он украинец. У него отец грузин, хотя он родился и вырос в Донецке. У него очень интересная история, кстати. Его семья активно поддерживали оранжевое движение во время революции 2005 года, из-за чего им пришлось потом уехать из Донецка, потому что они стали фактически объектом преследования, понятно от кого. То есть всегда... Как давно он в движении? Он у нас где-то 2 года, наверное, и занимался вопросами по Киевской области. Ну, в принципе, активистов у нас достаточно много, и волонтеров их несколько десяток тысяч. За какие вопросы отвечал? Ну, за те же самые строительство каких-то разных ячеек, например, в районах Киевской области, координация людей и так далее, и так далее. Финансовые вопросы входили в число его обязанностей? Нет, никаких финансовых вопросов. У нас есть отдельно финансовый отдел, этим занимаются... Кто этим занимается, если не секрет? Ну, у нас есть бухгалтер, который этим занимается, аудиторы, которых мы нанимаем, которые должны проводить партийные аудиты и так далее. То есть это люди, которые четко занимаются цифрами.
Как вы для себя видите историю с Северионом Дангадзе? Ну, что охота идет на всех связанных с Рухом Новых Сил, с нашей командой людей с грузинскими фамилиями, это уже не секрет. То есть идет жесткая оперативная обработка всех людей, у которых грузинская фамилия или какой-то линк с Грузией. Наверное, они пытались, это все началось еще с Тимура Нишняниди из Одессы, потом продолжилась депортация людей, в том числе ваших коллег, журналистов Рустави-2, водителей, охранников Михаила, в том числе избиением украинских водителей, уже украинцев и так далее. И вот сейчас окончательная попытка это привязать грузину какую-то коррупционную тему российских спецслужб Курченко, того Курченко, который на самом деле сегодня является бизнес-партнером самого Порошенко и Медведчука, по той же самой теме, о которой говорили мы, поднимали эту тему, и которую блокируют наши партнеры в Нововолынске, имею в виду нефтепровод, который контрабандным путем ворует у Украины $1 миллиард. Ну, как можно такое допустить, например, такую мысль, что человек, который занимается одним бизнесом с Медведчуком и Порошенко на сегодняшний день может финансировать то движение, которое собирается их поменять. Ну вот поэтому одна из версий это в том Да. числе, что Курченко мог выполнять какой-то заказ со стороны Банковой и мог инициировать переговоры с Михаилом Саакашвили, а Михаил Саакашвили как не разобравшийся, наверное, человек мог действительно вступить с ним в переговоры. Мне интересно, какие переговоры они собираются публиковать, потому что таких переговоров не было. И нет. Их не было. Да, поэтому я вот судил... То есть вы утверждаете, что та запись, которая вчера была опубликована в Верховной Раде, это абсолютно фейк история? Это аудиозапись смонтирована или как? Я припоминаю, у меня есть все основания, например, вспоминать 2 года назад, когда Саакашвили был еще губернатором, когда Арсений Борисович Аваков на своей страничке МВД, официальной страничке, выложил... Ну, это было немножко иначе, потому что видео публиковал советник министра внутренних дел Артем Шевченко, переговоры с Мазепиным. Я помню эту историю. Министр МВД официально поднимает этот вопрос на Кабмине при участии высших должностных лиц и задавал вопросы Саакашвили. Это была официальная позиция МВД, министра МВД, когда он говорил, что вы сделали и о чем разговаривали с российским бизнесменом, который прилетел вам к Одессу. Тогда, когда на голову Януковича наложили голову Саакашвили и пытались продать это видео как какую-то встречу. Вот мне очень интересно, что они придумают в случае встречи или переговоров Курченко и Саакашвили. Нам очень интересно, потому что никаких таких переговоров не велось. Михаил сказал, что не знал Курченко. А вы лично знали вот о существовании такого олигарха? Я знал. Ну, потому что это, честно говоря, немножко странно. Не, я знал существование Курченко. Я был одним из тех прокуроров, который реально взялся за дело кражи нефтепродуктов, так называемого дело Пашинского. Да, которая была в Одессе. То есть там была удивительная ситуация, когда один раз уже Курченко украл нефть стоимостью 750 миллионов, а потом Пашинский украл уже однажды наворованную нефть. Поэтому мы, те люди, которые Юра Деревянко отправил депутатское звернение в НАБУ с запросом расследовать большую коррупционную схему нелегального контрабандного нефтепровода, который из России загоняет дизель, контрабандный дизель в Украину, которым занимается тот же самый Курченко, Медведчук и Порошенко. Это мы делали все. Ну как мы могли, например, вступать в какой-то бизнесовый я союз? хочу сказать так, голоса и Курченко, и Саакашвили похожи, потому что я, например, как человек, который общался с Курченко, могу сказать, что, скорее всего, с вероятностью 90% это был его голос. Да, но я вчера также слышал разговор пранкера с Порошенко, и голос Порошенко тоже там я узнал, потому что я тоже с Порошенко часто общался, это его голос. Поэтому я думаю, что важно продолжать то, что мы начали, потому что такие напады, они будут продолжаться. Завтра могут на меня или на кого-то другого, например, выкинуть, что мы в связи с какими-то там еще подпольными ГРУшными организациями, которые хотят подорвать. Ну, про Саакашвили про нас много чего можно сказать, но связывать Саакашвили нас с российскими спецслужбами, которые хотели его повесить за одно место, с которым мы буквально воевали в 2008 году, и до сих пор продолжается эта борьба в региональном масштабе уже, я думаю, это смешно просто для тех людей, которые нас знают. По поводу Севериона Дангадзе, все-таки вы уверены в чистоплотности этого человека, потому что вчера также звучали версии, что он мог быть агентом, которого завербовали в рук новых сил с целью каким-то образом дискредитировать это движение. Есть ли у вас уверенность, что все-таки Северион Дангадзе не
брал деньги, например, и не входил в какие-то переговоры Он с может быть курьерами жертвой Курченко? какой-то оперативной обработки, это не исключено. То, что он агент, я сомневаюсь, честно, потому что я считаю его порядочным парнем. Я много агентов видел за свою жизнь. Он на агента не похож и никогда бы на это не пошел, хотя мог бы стать бы жертвой какой-то оперативной обработки. Ну, история, которую вчера, например, опубликовал Антон Геращенко, если вы знаете, что якобы Северин Донгадзе уже даже купил себе подержанный Бентли, чтобы возить, насколько я понимаю, шины. Ну, он так и написал. На Бентли. Ну да, наверное, вот. Откуда она взялась? Если Я у не нее знаю, но это многие... Антона Геращенко надо спросить. Я не думаю, что на Бентли люди возят революционные материалы, шины или там кирпичи и так далее. Ну а почему все-таки вот история, почему не там, не дом, почему именно Бентли? Может Не быть, знаю. действительно есть Я не какая-то в курсе, правда в я этой? не знаю, был ли у него Ну а Бентли. чем вообще вот Донгадзе Ну, занимался? сам он был из обеспеченной семьи, у Он него был. был бизнес, он сам занимался строительством, он построил дом и передал этот дом в Кировоградской области, если не ошибаюсь, или Николаевской области, участникам АТО бесплатно, и потом переехал в Киев и занимался уже... У него был крупный бизнес, я Да, так понимаю. да, он занимался А в бизнесом. какой сфере, если не секрет? Я не знаю, если честно, кажется, в строительстве, потому что он потом работал в Он Казахстане. финансировал рух новых сил? Он не финансировал центральный офис, он занимался Но если он киевской... покупал дом для участников АТО, то, скорее всего, он помогал и финансово руху новых может быть, сил. в Киевской области он занимался финансированием отдельных проектов. Я, честно, не в курсе, потому что я не занимаюсь финансовой партией и по всем областям, потому что организация большая, у нас много областей и много людей, которые там что-то финансируют. Там, в Ровенской области, там, на Волыни, в А Житомире. вы не договорили по поводу его участия в работе Киевского офиса? Какого он Он был одним из членов координационной группы и Совета Киевской области. Там несколько людей, которые занимались Киевской областью, он был одним из них. Давид, есть ли у вас статистика по поводу вообще количества грузин, которые были либо задержаны, либо депортированы из Украины за последние 1,5 месяца? Да, такое количество уже выросло до фактически 10 человек. Не только депортированные, они дошли до несовершеннолетних, например, сына Михаила Саакашвили, которому 11 лет, которого не упускали, дядю Саакашвили отправили обратно, например, сейчас депортировали. Ну вот родственников, Коба близких. Накопия, например. Коба Накопия, да, людей, которые там тоже- являются нашими партнерами там, в Грузии, они занимаются политикой в Грузии и так далее. Друзей, Но я которые могу так сказать, вот мы все равно как журналисты коммуницируем. можно добавлю, они в близком контакте со спецслужбами Грузии, уже обмениваются информациями с Иванишвили. Откуда у вас такие данные? Ну, у нас Грузия маленькая страна, и оттуда очень легко получить разную информацию. Они меняются этими данными, оттуда поступает информация, что этот человек направляется в Киев, он близкий соратник, например, там, или Давида, или Саакашвили, и лучше вам его не пускать. Вчера они впустили, например, еще одного нашего товарища, Георгия Карбелашвили, который там приезжал навестить Михаила, который был там несколько раз депутатом грузинского парламента там, и так далее. Ну, вы знаете, я общаюсь Идет с такая системная представителями... травля. Вот Я что понимаю. Я общаюсь с представителями и администрации президента, и службы безопасности Украины, и Министерства внутренних дел. Да. У них ответ на этот вопрос такой, что у них действительно есть основания предполагать, что эти люди могут нести угрозу для территориальной целостности, для действующей власти. Ну да, это очень И смешно в звучит. том числе, там, например, по Кобе Накопии они рассказывали, что это человек, который... Это моя любимая часть, кстати, вот угроза для нацбезопасности. Это разговаривают люди, которые до сих пор ведут бизнес Курченко, которые до сих пор ведут бизнес с Юрием Янакиевским, до сих пор ведут бизнес с Заздачевским, закрывают дела для этих людей. Это люди, которые ведут бизнес с самым крупным Я про Кобу Накопию игроком, все-таки например, вернусь. Медведчуком. Вот, извините, пожалуйста, Коба скажу. Накопия помогал Медведчук. финансово руху новых сил или нет? Каково Коба- его участие было и Коба какова его роль? Коба Накопия не помогал, не финансировал никогда партию. Он крупный бизнесмен, грузинский бизнесмен, который Да, мы занимался, знаем, который занимался добычей золота в Грузии. Он помогал грузинской партии Грузии, да, это факт. Он просто у нас близкий товарищ, который часто приезжал в Киев и с нами разговаривал, потому что Саакашвили Ну, сам не не только может... близкий товарищ. Я знаю, что Коба хотел возглавить в том числе и какое-то госпредприятие. Он участвовал в конкурсе на Укртранснефть, которая является Может быть, крупным да, может быть. госпредприятием. То есть, в принципе, его интерес был в том Коба не числе... олигарх, он никогда бы не был олигархом, он занимался конкретно разными предприятиями, он поднимал их на ноги, у него хороший управленческий опыт, поэтому, ну да, он бизнесмен, он имеет на это право. Каков его интерес был в Украине в поддержке движения Саакашвили? и поддержке? Для Грузии, где
Вся Грузия вчера и на краковца, и до краковца смотрела, в том числе и наши противники, и наши прихильники смотрели, как развиваются события вокруг нашей команды. Успех в Украине любой прозападной прогрессивной силы, особенно тех людей, которые этим занимались в Грузии и сейчас занимаются в Украине и добиваются там успеха, это очень важный компонент для грузинской политики. Наши государства и страны настолько друг другу близки и настолько это все связано между собой, что в Грузии этому не удивляются, почему человек часто приезжает в Киев, там согласовывает какие вопросы и болеет за нас, которые здесь мы там боремся за то же, за что и боролись в Грузии. Вместе с соратниками Саакашвили выслали также нескольких, как это говорить, воров в законе. Были ли у вас какие-то взаимоотношения с людьми, которых МВД назвала ворами в законе? Наши взаимоотношения с ворами всегда начинались и заканчивались с посадками воров в законе в Грузии. Мы то правительство и та власть, которая фактически единственная в постсоветском пространстве, которая не оставила ни одного вора в законе на свободе или на территории Грузии, которые принимали закон о ворах в законе, специальный закон, которые фактически переворотили весь этот криминальный мир. Это люди, которых реально ненавидят и боятся представители воровского мира. Поэтому, мне как-то смешно, когда там они просто хотели смешать в одну кашу там и журналиста, и там бывшего водителя Михаила с какими-то криминальными, может быть, авторитетами, которых очень много, к сожалению, на территории Украины, чтобы показать, что вот они воры в законе. И этим, к сожалению, Петр Алексеевич, но я не понимаю, что чем он болеет в последнее время, наверное, какими-то злостными, непонятными, эксцентричными действиями на ИПП, например, на съезде Европейской партии. Да, на съезде Европейской партии утверждал своим коллегам из Европарламента или разным, однопартийцам фактически с ИПП, что эти люди были ворами в законе. Пока ему не показали там удостоверение и разрешение, которое его же министерство, статья выдала на дозвол работе Тамасу Шавшишвили, который работал журналистом и оператором в Уставе ДО уже 4-й год в Украине. Какой вор в законе? Смешно просто было. Я эти все вопросы задаю для чего? Все-таки политика в Украине вещь дорогая, безусловно. Да. И что касается финансирования нынешних протестных акций, это все равно какой-то ресурс. Мне интересно услышать вашу версию, потом я озвучу версию, которая в том числе распространяется и среди журналистов со стороны официальных лиц. Как существуют, как спонсируются акции протеста, как финансируется этот палаточный городок, потому что я знаю, что это около, не знаю, 10-20 тысяч долларов ежедневно только на существование этого палаточного городка. Это преувеличено, наверное, потому что я сам свидетель того, что много людей, представители малого, среднего бизнеса, приходили с разными предложениями. Кто-то, например, вчера возил дрова, кто-то приносил там способ там, личной защиты, например, третьи приносили еду, например, и так далее. Да? То есть это не то, что было на Майдане, когда реально большой бизнес подключился уже к концу финансирования Майдана, и все было там налажено, причесано, организовано. Так все не так все фактически делается каждый день заново, или там догоняют то, что не было сделано раньше. Этот лагерь существует фактически за счет среднего и малого бизнеса и волонтеров, которые приходят и помогают. Средний и малый бизнес, кто эти люди? Готовы ли вы раскрыть источники финансирования? Как это происходит? Мне Егор Соболев рассказывал про урну, которая стоит на входе. Нет, там и урна, есть счет. Есть счет. Но я как-то очень слабо в эту всю историю верю, да, честно. Вы знаете, можно и в том числе верить. и средний, и малый бизнес, который готов это финансировать. Средний бизнес понимает, что его вообще не будет существовать, если средний бизнес не победит в этой большой борьбе. Они понимают, что экономика, упавшая несколько раз в Украине, когда чиновники, которые живут, опять же, в параллельной реальности и аплодируют Юрию Витальевичу Луценко и Порошенко, когда они выступают там на разных съездах КПСС клептократов, они понимают, что если этот параллельный мир не разрушится, что они дойдут до лавок, не то что до среднего бизнеса просто, потому что когда экономика падает и масштаб коррупции. Уровень остается, то есть интенсивность коррупции остается, но уровень коррупции падает. Сравните взятки при
том же Курченко, когда были у власти партии регионов и Розенблата, например, да, то они дошли до $5000 и мобильных телефонов, но берут, по большому счету, да, и средний бизнес страдает. И тогда тоже страдал, но тогда хотя бы было на чем заработать, тогда экономика более-менее держалась и росла и так далее. Сейчас тоже этого нет, поэтому они понимают, что... Крупный бизнес финансирует акцию протеста Саакашвили? Нет, ко мне приходило, ну, по моей информации нет, по крайней мере, ко мне приходило много бизнесменов, которые говорили, что если вот у вас, ребята, сейчас ничего не получится, я просто собираю чемодан и уезжаю. Я расскажу немного о том, какой информацией обладаем мы. Коломойский, наверное, там, да. Говорят, что протесты финансируются... Нет, не Олейник. Да. Протесты финансируются, безусловно, олигархом Игорем Коломойским. Мне, например, озвучивали цифру, что где-то в октябре месяце Коломойский передал $600 000 на организацию акции протеста и на функционирование. Но я говорю свои цифры на функционирование. Я знаю последнее, которое озвучил Луценко с 3 чемоданами, как заходил к Обанакопья с $3 миллионами. Так почему Юра Луценко не задержал? Не забрал это, да, эти 3 миллиона с чемоданами история. Не показал. Но факт встречи, да, несмотря на то, что Михаил говорил, что не встречался с Игорем Коломойским накануне прорыва, он все-таки был, об этом говорят и в ближайшем окружении, и, по-моему, даже сам Коломойский это не скрывает особо, если честно. Также говорят, что якобы вы поддерживаете отношения с Онищенко, тем же беглым. Я не представляю, как может состояться беседа между Коломойским и Саакашвили после того, что между ними было. И начиная с Грузии, заканчивая Суком. Честно, не представляю, как они сидят. Вы знаете, в нашей политике возможно все. Поверьте мне. То же самое, что можно сказать, как Порошенко, который давал паспорт Саакашвили после всего, что между ними было, и называя его лучшим другом, вот как эта вся история закончилась. Никогда не были лучшими друзьями, это преувеличено, но Коломойский стал ненавидеть Саакашвили с тех пор, когда ему первый раз за свою жизнь, наверное, пришлось заплатить $87 миллионов в государственный бюджет Грузии в качестве налогов. После этого началась эта большая любовь, которая закончилась тем, что я помню заявление Валерьевича, когда он сказал, что... не объединяет как общий враг. Когда он заявлял, что Михаил это злая, и у Саакашвили, и у Коломойского, и у Онищенко он общий. Это бешеная собака, которую надо придушить, помните, и усыпить. Петр Порошенко общий враг, который объединяет людей, который в том числе объединил, вы знаете, в свое время против Януковича тоже объединились очень многие. У того же Коломойского, например, который... Понимаю, что он сам олигарх, и в случае прихода Михаила Саакашвили, например, какому-то рычагу, например, влияния на олигархов, что... Хочется просто навредить Петру Порошенко. Он в каком-то переговорном процессе находится и по Приватбанку, и по другим активам. И в целом, человек, который хочет влиять на происходящее в стране, вот таким вот образом, почему нет? Портить нервы. Это вот так вот называется в украинской политике. Слишком уж непредсказуемый и слишком уж не договороспособный с олигархами человек Саакашвили, чтобы выбирать его партнера, я бы сказал. Я думаю, что как любой грамотный политик, Михаил Саакашвили общается с очень большим количеством людей, поэтому, честно, для меня не станет удивлением, что он общался и с Курченко, потому что политик — это тот человек, который должен общаться, уметь с разными людьми, и если в этом нет криминала и финансирования, я думаю, и так далее. Я думаю, что Петр Алексеевич сам не удивляется. Тем более в украинской истории это все общением очень... с Курченко, еще раз повторяю, потому что мы сами... Кстати, по поводу фактов, вы знаете, что его окружение общается с Курченко? Кого? Окружение Петра Алексеевича. Это не только общается, они, я еще раз повторяю, они вместе зарабатывают на трубопроводе нефтяных продуктов, дизельном трубопроводе из России, откуда они качают дизель в стоимостью 1 миллиард кодовых гривен, из которого ни гроша не поступает в государственный бюджет, который оформлен, якобы он транзитом поступает в Венгрию, никакого транзита, естественно, нет, он продается в Украине. Они бизнес-партнеры, Медведчук, Порошенко и Курченко. О чем вообще разговор? Конечно, они общаются. Давид, знаете, что меня интересует? Вот как-то вот уже с октября месяца, да, этот вот процесс протестных акций, он продолжается. Действительно, в прошлые выходные прошла акция, в которой участвовало много людей, да, и это стало удивлением, в том числе, я так понимаю, и для вас. Сейчас высказываются требования закона об импичменте, но в целом какая финальная, какая вот цель всего этого? Потому что пока выглядит это так, что действительно там вот
там, снести Порошенко или вынести козла, как говорил Михаил Саакашвили на акции протеста 17 октября. Это не ему принадлежит, это цитата, это принадлежит супруге Юрия Луценко, которая... Конечно, да, это мы в тоже парламенте, прекрасно да. знаем. То есть супруга помогла произвести лучший, наверное, политический мем нынешнего политического сезона, да, по поводу вынести козла. Но вы видите, вот хорошо, там, свет в конце туннеля. Ну, хорошо, примут закон об импичменте. Вы готовы разойтись в этот момент? Если примут закон про импичмент, да, хоть сейчас, не вопрос. Мы просто эволюционно к этому всему дошли, потому что изначально вы сами знаете, что было несколько людей, активных борцов с коррупцией, неправительственные организации, разные депутаты, еврооптимисты и так далее, которые инициировали собраться 17 числа. Они нас спросили, вы к нам присоединяетесь или нет? Да. Я Конечно, вам скажу, да. как это было на самом деле. Это когда группа активистов и народных депутатов из числа активистов решили, что Михаил Саакашвили нагонит волну и количество людей будет больше. Ну да, это политическое Но потом решение. они поняли, что их немножко здесь обманули, потому что Михаил Саакашвили возглавил процесс и еще установил палатки. Нет, никто никого не обманывал. Я не знаю, кто сейчас пытается это все приукрасить. Мы не обманули народ, потому что если ты зовешь народ, выходите, и мы будем стоять до конца, пока мы достигнем и добьемся победы, то уходить и предавать народ и оставлять некрасиво, поверьте мне. Да? Особенно, когда ты берешь на себя ответственность, объездившую Украину, соберешь людей на больших площадях уже в холоде, и потом заявляешь, вы знаете, а нам плюнули в лицо, нас послали в одно место, и сейчас мы должны разойтись и эволюционно подождать еще 7 лет, пока что-то произойдет, пока Петр Алексеевич еще раз нас обманет, пока он внесет закон о снятии неприкосновенности с депутатов, который вступает в силу через 3 года. Пока Розенблат и коллективные досидят еще 3 года, и Киваловы до конца своего срока. Да? Поэтому это был наш политический выбор. Мы всем предложили, мы можем все остаться, потому что мы не собираемся Но вы выходить. понимаете, что все эти законы, которые так предлагали, я продолжу, потому что мы не закончили. Мы стояли и требовали, в принципе, утопические, я бы сказал, требования, выполнение утопических требований, создать антикоррупционный суд. Мы требовали от людей, которых этот суд потом будет судить. То есть мы от них требовали выйти на площадь, построить своими руками гильотину и потом засунуть в нее голову. Да, этого не произойдет, понятно. Второе, это и не до конца понятно для людей, какой антикоррупционный суд, когда это все будет, кто это будет все администрировать, кто будет это все руководить. Точно такой же непонятный месседж был и касательно избирательной реформы. Согласен, но не мы были авторами, нам предложили присоединиться, там уже было четко 3 месседжа. Неправительственные организации очень сильно нас ревновали, говорили, что никакого другого, значит, посыла и требования, кроме этого, если вот вы согласны, то давайте тогда с ним. Мы сказали, хорошо. Мы никакой проблемы не имеем, хотя сложно заходило, народ не загорался так быстро на этом. И поскольку в нас всех плюнули, в народ, не нас конкретно только, но и в людей, после этого эволюционно все дошли к одному единственному требованию. Кто виноват и виновен в том, что этого не происходит? Кто не вносит, например, законопроект о создании антикоррупционных судов? Когда Петр Алексеевич хочет протолкнуть какой-то законопроект, он делает это очень быстро, согласитесь. Да? То есть хочет назначить Луценко, поменять под него закон, делает. Хочет принять закон про специальный статус Донбасса, да, например, делает это все. Так почему, в чем проблема антикоррупционных судов? В чем такая проблема? Поэтому человек... Президент во всем виноват. Хорошо. Да, поэтому допустим, Петр Алексеевич но вы понимаете, что может... все эти законопроекты еще и в союзе с законом об импичменте это фактически самоубийство Петра Алексеевича, который и всей политической элите, приговор всей политической элите. Так, это самоубийство Украины, если этого не произойдет, извините, потому что Украина... Я с вами согласна, да, Украина не может... Но точно так же вы должны понимать, что политическая система будет защищаться, потому что ей невыгодно. Вы же знаете, какой самый любимый аргумент против, значит, жестких, быстрых и драматических реформ Украины. Вот к нам часто предъявляют, что вы, грузины, не понимаете, вы из маленькой страны, которая меньше, чем Грузия, а Украина большая страна, и она обречена на то, что все должно быть медленно, мы должны все это терпеть, это не так скоро все происходит, и мы должны ждать еще 7 лет, 2 года, пока Петр Алексеевич досидит, потом будут рассказывать, что, слушайте, а кто, если не он? Да, но я не идеальный, да, я не смог остановить войну, да, я не продал свой бизнес, да, я зарабатываю вместе с там ну вот вопрос в том, и так далее. Но действительно, другой, если завтра, да, и на самом деле вопрос альтернативы, он действительно очень серьезно обсуждается везде.
потому что действительно альтернативы как таковой сейчас нет. Вот у меня и к вам вопрос. Не будет ее никогда. Вот если вы вынесете козла, никогда. Хорошо, вынесете вы козла, например, Альтернативу допустим. Что дальше? Альтернативу обычно создает конкретное движение под конкретную мету. Дальше? А что дальше? На самом Движение деле проблема лидера. была большая, когда революция случилась, революция случилась 4 года назад, в том, что ни у кого не было плана, в том, что эти люди, которые в том числе стояли объединенная оппозиция, план был, они не смогли. Обычно просто там что они произошло? не смогли ничего что по нашим наблюдениям И они просто произошло? использовали людей, конечно. Да, я тут с вами согласна. Не только. Им помог Владимир Владимирович, потому что Владимир Владимирович для того, чтобы гражданское общество не мобилизовалось и не усилило свои позиции, развязал буквально войну. Сперва забрал Крым, потом развязал войну в Донбассе, и те люди, которые должны были находить среди себя какого-то такого героя нового, да, Ататюрка украинского, они взяли и пошли защищать свою страну буквально туда. Может быть, такой человек погиб. В том числе они переложили ответственность на текущих лидеров оппозиции. Может быть, такого человека такое не произойдет. Может быть, он был живой, его уже не стало, потому что убили его в АТО. Кто возглавит эту страну? Есть ли команда? Есть ли план? Тот лидер, которого вы все увидите, который добьется победы в этой войне. Я не знаю пока такого человека, но он проявится в борьбе, в процессе. Если процесса не будет, то не будет такого человека никогда, потому что это то, что нужно сегодня Порошенко. Это причесанная, понятная для него система, где будут только те игроки, которых мы все прекрасно знаем, которые будут забирать у друг друга разные электоральные поля, или одно и то же поле будут делить между собой. Но ваше электоральное поле сейчас, Рухановых сил, я не знаю, достигает ли оно 5%. Но это, конечно, мерить социологию нужно перед выборами, безусловно. Конечно, да, потому что социология в таких странах, как Украина, Грузия, Молдова, это как кардиограмма. Сегодня она подскакивает, потом может упасть, и потом у нас нет стабильного такого электората, который голосует за какую-то определенную... Сейчас идет борьба за идеологию, за кристаллизацию одной идеологии среднего класса. Идеология Рухановых сил — это какая идеология? Это либертарианцы? Это можно сказать, что часть очень либеральная, либертарианская экономическая политика, хотя либертарианизм это не то, Мне кажется, что нужно... неприменимая модель в Украине. Нет, либертарианизм в экономике это полезно, но либертарианизм нельзя понимать... Ну, либеральный взгляд, давайте, на дерегуляцию, это нужно сделать. Минимальное вмешательство государства в бизнес, это надо делать, это часть либертарианизма, да. Саморегулирующий экономический рынок, это часть либертарианизма, да, это надо внедрять в Украине, потому что у нас все наоборот. У нас самый большой запрос и потребность на радикальные экономические реформы и дерегуляцию экономики, и гуманную экономику, да, давайте так назовем, и на самую негуманную систему по борьбе против коррупции, например. А у нас все наоборот. У нас самая гуманная система по борьбе с коррупцией и наоборот, самая негуманная экономическая система. Да. Мы говорили о стратегическом длинном плане, но все-таки вот короткий план. Да. Короткий план Саакашвили все-таки попытаются задержать в ближайшее время. Я знаю, что сейчас власти два варианта используют. Рассматривают. Первый — это то, что Михаил Саакашвили будет помещен под стражу, и будет судебный процесс. Второе — депортировать его. Как вы к этому готовитесь? Как вы планируете защищаться? Ну, потому что, честно говоря, бесконечно убегать от правоохранительных органов, понятно, наверное, невозможно. Надо об этом спросить людей самих, потому что люди вчера приняли это решение. Да, люди пришли и сами отреагировали на беспредел. Вот интересно будет, как люди отреагируют на это в регионах, в Киеве, например, как они будут воспринимать легитимность тех органов, которые этим занимаются. Но вы опять перекладываете ответственность на людей. А конкретно команда Саакашвили что будет делать? Мы будем сражаться также теми же методами, которые мы сражались до конца. Мы будем прибегать ко всем политическим протестам, по которым уже накопился опыт в Украине, и украинцы лучше меня в этом разбираются и могут меня многому научить. Мы будем защищаться, конечно, и будем наступать, наоборот, и доводить дело до конца. Михаил Саакашвили сейчас в каком состоянии находится, к чему он готов? Я думаю, что вы можете его самого спросить. Я как-то как биограф Саакашвили или психолог сейчас сижу, да, то есть вы можете ему самому задать этот вопрос. Но вчера он выглядел практически отчаянным и, честно говоря, наверное, он был похож на такого загнанного зверя, которому уже не оставили никаких шансов, и поэтому он готов, наверное, идти до конца. Мне интересно понять, почему все-таки, например, не рассмотреть вариант того, что выезда, например, в Нидерланды, да, к семье. Это означает капитуляция. Он сделал выбор для себя, что лучше уже тюрьма, чем бегство куда-то в другую страну, и эмиграция, наверное, это его выбор. Вы можете его самого спросить, потому что мне реально сложно на это ответить.
Спасибо, Давид. Мы будем Спасибо. следить дальше, как будут развиваться события. Спасибо, что вы уделили время. Спасибо, что вы сегодня мерзли с нами в этом палаточном городке, в палатке. Спасибо.